Рассказывая о современном костюмном комплексе татар, традиционном, необходимо заметить такие моменты, что где-то с середины 90-х, ближе к 2000 годам, происходит своеобразный ренессанс. Снова появляется интерес к традиционному костюмному комплексу. Уже потребителю, можно так условно сказать, потребителю не хватает того, что он видит на сцене. В это время начинают проходить различные выставки, посвященные татарскому костюму. Необходимо, безусловно, рассказать о такой выставке, как, например, которая прошла года 2-3 назад в Национальном музее Республики Татарстан, где были собраны костюмные комплексы практически со всех музеев России. Это была одна из самых крупнейших выставок, наверное, за последние десятилетия. Существует ряд фотографий. Должны были выпустить издание после окончания этой выставки. Думаю, со временем все-таки оно будет выпущено. Безусловно, эта выставка говорит о том, что среди населения появился интерес. То есть, если бы не было бы интереса, такие бы выставки не появлялись бы. Таким образом, можно сказать, что костюмный комплекс становится интересен на уровне обывателя, когда человек интересуется своими корнями. Соответственно, тут возникает и другая сторона. Дизайнеры, чувствуя, что нам становится интересно, начинают выпускать продукцию. В современном обществе, безусловно, говорить о том, что традиционный татарский костюм не будут носить. Но, как и любой традиционный народный костюм, это все-таки достаточно сложный элемент. Это сложный по пошиву и, скорее, даже дорогой. Но начинает использовать определенные элементы. Например, узор. Так сейчас становится модным ношение различных украшений, брошек, серьги, на которых присутствует традиционный татарский орнамент. Ну, либо сама, например, брошка сделана по форме традиционного татарского узора. Это большой плюс. Дело в том, что само производство оно удешевляется. То есть, если раньше традиционные татарские украшения это было, конечно же, серебро, то сейчас это уже какие-то современные полимерные материалы, дерево, которые может себе позволить как молодая девушка, девочка, так и женщина более старшего возраста. Появляются различные дизайнеры, которые используют при пошиве одежды какие-либо традиционные элементы. Например, туникообразные различные платья. Это, можно сказать, что современный тренд, который характерен не только для татар, но также для всего мира, это увлечение этникой. И, наверное, это большой плюс как для дизайнеров, так и для девушек, для которых это делается, так как все сложилось вместе, то есть, соответственно, есть спрос, есть предложение, что позволяет надеяться на то, что это даст нам возможность сохранить наши традиционные корни. К тому же хотелось бы сказать, что появляется интерес не только на уровне потребления и производства одежды, появляется интерес к знанию. То есть выходят различные издания, как научные, так и научно-популярные, где рассказывается о традиционном народном костюме. К тому же сейчас очень много выходит различных статей, как в интернет-пространстве, так и на уровне печатаемых газет.